Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей. В студии Василий Радченко и коротко о главных темах. Сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно встречают прилетающих в аэропорт Якутска. Дистанционное обучение в регионе. Справляются ли школы? Правоохранители продолжают выявлять бутлегеров. На этот раз незаконную продажу алкоголя пресекли и в районах Якутии. Почти 1000 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. 2 человека скончались. Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус умер в больнице в Приморье. О 2 смертях также сообщали власти Санкт-Петербурга и Иркутской области, но эта информация пока ожидает подтверждения федерального штаба. Выздоровели 51 человек. Таким образом, всего в стране на данный момент зафиксировано 6344 случая заболевания COVID-19, из них 47 с летальным исходом. Удалось вылечить 406 пациентов. По официальным данным, в Китайской Народной Республике за минувшие сутки от COVID-19 не умерло ни одного человека. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,4% инфицированных. В том числе 89 человек поправились за последние сутки. Количество заразившихся с декабря 2019 года составило почти 82 тысячи человек. Официальный показатель смертности находится на отметке в 4%. На данный момент в Поднебесной насчитывается 1242 инфицированных. Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах в связи с пандемией в мире. За минувшие сутки в Якутии 1 человек выздоровел и еще несколько готовятся к выписке на этой неделе после курса лечения от COVID-19. Айсан Николаев в ходе брифинга рассказал о текущей эпидобстановке в регионе. Глава Якутии рассказал о начале дистанционного обучения. Первый день были проблемы – отключение света, обрыв оптоволокна, но в целом онлайн-занятия стартовали неплохо. Там, где интернет-сигнал был слабый, либо же вовсе отсутствовал, организовали очное обучение малыми группами до 12 человек. В регионе таким способом было охвачено 12 тысяч детей. Также Айсан Николаев в очередной раз призвал соблюдать меры самоизоляции. По его словам, со вчерашнего дня увеличилось количество людей на улицах, в автобусах и учреждениях Якутска. К сожалению, нельзя говорить о том, что вирусная инфекция у нас в Якутии побеждена. Мы, наоборот, сейчас ожидаем, что в связи с достаточно большим всплеском в других регионах страны, все равно случаи завозной инфекции, они в республике будут регистрироваться, к сожалению. И здесь всем режим надо соблюдать. К сожалению, даже те, кто приехал из-за границы, некоторые не соблюдают режим самоизоляции. У нас это все зафиксировано. Все те, кто приехал из-за границы, они находятся сейчас под наблюдением в рамках самоизоляции, и современные информационные системы, в том числе с использованием данных сотовых операторов, позволяют нам отслеживать их. И еще раз хочу сказать, что, к сожалению, не все из них соблюдают. Говорить же, что эти все люди здоровые, до окончания карантина мы никак не можем. И поэтому надо понимать, особенности людям старшего поколения, выходя на улицу, что они себя подвергают огромной опасности. Даже сегодня, например, после того, как мы начали всех приезжающих из других регионов уже тоже регистрировать, сегодня, например, с рейсов мы 7 человек с высокой температурой госпитализировали. Сейчас у них будут браться анализы на предмет наличия инфекции. Но таких случаев каждый день у нас много. Каждый прилетающий в Якутск самолет встречают специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора. Пассажиры, прибывшие из зарубежных стран, помещаются на 2 недели в обсерватор. Перед выходом из зоны прилета каждый проходит экспресс-проверку и заполняет анкету. За процедурой своими глазами наблюдал Юрий Осипов. Самолет из Москвы произвел посадку в аэропорту Якутска. Пассажиры еще не вышли, но специалисты санитарно-карантинного пункта уже наготове. Они встречают самолеты в зоне прилета. С развитием эпидситуации сперва в Китайской Народной Республике, потом в мире по новой коронавирусной инфекции у нас задачи меняются каждый день. И в настоящее время мы всех наших граждан Российской Федерации, которые приезжают из-за рубежа, направляем в обсерватор. А тех граждан, которые прибывают из регионов Российской Федерации, они идут на самоизоляцию на 2 недели.
По сообщению сотрудников Роспотребнадзора, за время санитарно-карантинного контроля на самоизоляцию было направлено порядка 900 пассажиров. Также около 150 человек помещены в обсерватор. Круглосуточно здесь дежурят по 5 сотрудников санитарно-карантинного пункта. Когда прилетает много людей, сложно проверить каждого. Ведь на то, чтобы даже измерить температуру каждого пассажира, уйдет немало времени. В этом сотрудникам Роспотребнадзора помогает тепловизионное оборудование. В потоке людей он сразу выявляет людей с повышенной температурой. При обнаружении пассажиров с недомоганиями или повышенной температурой их госпитализируют прямо из здания аэропорта. Даже сегодня, например, вот после того, как мы начали всех приезжающих из других регионов уже тоже регистрировать, вот сегодня, например, с рейсов мы 7 человек с высокой температурой госпитализировали. Сейчас у них будут браться анализы на предмет наличия инфекции, так? Но вот таких случаев каждый день у нас много. Аэропорт же продолжает работать в штатном режиме. Однако здесь усилен противоэпидемиологический контроль. Регулярно проводится санитарная обработка. В расчет берется все – стойки регистрации, кассы, зоны досмотра, офисные помещения и телетрапы. Аэропорт Якутск принимает все необходимые меры, направленные против распространения коронавируса. В аэропорту проводится дезинфицирующая уборка после каждого вылета и прилета. Места скопления пассажиров, в залах регистрации, прилета, зонах досмотра. Нанесены разметки для соблюдения дистанции не менее 1 метра друг от друга. Также не останавливается грузоперевозка. Как отметили в службе почтово-грузовых перевозок городского аэропорта, с начала года отмечается даже повышение объемов перевозимых грузов на 14%. Работа происходит в штатном режиме. Груз прибывает, размещается на грузовой терминал и выдается клиентам. Доступ на грузовой терминал в настоящее время свободный. Режим работы установлен с 8 утра до 18 вечера. Платный въезд и вход для посетителей отменили. Все прибывающие в республику обязаны на протяжении 2 недель находиться в самоизоляции. Эта мера касается всех жителей республики. Сегодня лучший способ борьбы с вирусом и его распространением – это самоизоляция. И находясь дома, вы можете спасти жизнь пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем. Тех, по кому вирус бьет сильнее всего. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Стоимость теста на коронавирусную инфекцию, который можно будет сдать на дому, практически бесконтактным способом, без учета стоимости выезда медработника, составит 1250 рублей. Об этом сообщила Елена Тиванова, руководитель лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Чтобы сдать анализ, необходимо на сайте Роспотребнадзора заполнить специальную форму, позвонить в колл-центр, записаться, с вами свяжутся и скажут, когда работники смогут осуществить выезд. При положительном результате сотрудник обязан информировать Роспотребнадзор, добавила Тиванова. Результат предоставляется по электронной почте в течение 1-2 дней. Состояние средней тяжести продолжает сохраняться у одной пациентки Якутской клинической больницы. О самочувствии больных COVID-19 сегодня рассказал главврач учреждения Николай Васильев. Сегодня, 7 апреля, в инфекционном стационаре Якутской республиканской клинической больницы находится 9 пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. Состояние одной пациентки средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов стабильное, без ухудшения, получает лечение в полном объеме до клинического выздоровления. Несколько случаев нарушения антиалкогольного законодательства выявили в Якутии. Так, в столичных магазинах по улицам Каландрашвили и Черяева вычислили продавцов, которые реализовывали горячительные напитки из-под полы в запрещенное законом региона время. Также в Ленском и Горном районах участковыми пресечена деятельность бутлегеров. Там реализация проходила из салонов автомобилей. Вся алкогольная продукция изъята полицейскими на месте. Все правонарушители привлечены к административной ответственности. Правительство России рассматривает возможность увеличить максимальный размер ипотечного займа для обращения граждан за кредитными каникулами в ряде регионов России. Порог в 1,5 миллиона рублей был выбран как некий уровень, который покрывает средний размер ипотеки в большинстве российских субъектов. В этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток. Сейчас рассматривается возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов.
Сдача единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля. Данные следуют из проекта приказа Минпросвещения и Рособорнадзора. Согласно документу, кампания ЕГЭ начнется 8 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике, а закончится 11 июля экзаменами по всем учебным предметам. ЕГЭ по-русскому состоится 11 июня, по математике базового и профильного уровней 15 июня. ЕГЭ по истории и физике запланировано на 18 июня, по обществознанию и химии 22 июня, 25 июня состоится письменный экзамен по иностранному языку, а также ЕГЭ по биологии. Устный экзамен по иностранному языку пройдет 26 и 29 июня. С 1 по 11 июля запланированы резервные дни сдачи. На дистанционную систему обучения с понедельника перешел Нерюнгринский район Якутии. Занятия проходят на платформах «Сетевой город», «Учи.ру», «Я-класс РЭШ» и с использованием электронных учебников или носителей. На сегодняшний день из-за перегрузов в сети случаются проблемы с отправкой материалов. Но большая часть учащихся все же держит обратную связь. За первый день по району занятия онлайн прошли 9185 детей. Также в районе по поручению властей Якутии организована раздача сухпайков для малоимущих детей. Есть ребята, у которых сегодня нет средств связи, нет ноутбуков, нет, допустим, планшетов. Для таких ребят в каждой школе будут выделены на время дистанционного обучения школьные средства связи, то есть ноутбуки, там, планшеты, если они необходимы. Для этого необходимо родителям обратиться в свою школу, где учится ваш ребенок, к директору школы, и этот вопрос будет решаться. 27 среднеобразовательных учреждений перешли на дистанционную форму обучения в Хангаласском районе Якутии. За онлайн-парты сели почти 5000 учеников под руководством 700 педагогов. К концу первого дня директора школ в режиме видеоконференц-связи поделились своими впечатлениями. У нескольких участников были перебои со связью и доступом в интернет. В каких-то населенных пунктах и вовсе случились внеплановые отключения электроэнергии. Но в целом настрой как у учащихся и родителей, так и учителей достаточно оптимистичный. Также встал вопрос, что не все ученики на данный момент обеспечены необходимыми гаджетами, смартфонами, планшетами или ноутбуками. Некоторые школы пошли им навстречу и предоставили на временное пользование школьную технику. По словам начальника управления образования района Елизаветы Мартыновой, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Якутии пойдет по благоприятному сценарию, то уже со следующей недели учащиеся школ южных наслегов района смогут вернуться к очному обучению. Сегодня многие учителя воспользовались такими платформами новыми, которые мы применяем в видеоконференц-зум. И хотя видеоконференц-зум считается, что до 40 детей может охватить, на самом деле у нас охват был до 10, поэтому некоторым учителям пришлось большие классы делить на группы, и урок пришлось дублировать по 2-3 раза. Многие воспользовались скайпом, там, где был хороший интернет, в виде WhatsApp, то есть подключение 3, 4, 5 детей. На этом пока все. До встречи в эфире.